недавнем времени имущественный комплекс Пицунского пансионата «Самшитовая роща» был передан в управление Службы государственной безопасности Абхазии. Постановление было принято летом 2023 года Кабинетом министров Абхазии. Данный факт вызвал недовольство руководства пансионата. В связи с этим мы запросили комментарии у нескольких спикеров, чтобы попытаться разобраться с ситуацией. За комментарием мы обратились в СГБ Республики. Заместитель председателя Службы государственной безопасности Зал Хварцке рассказал, что строительство объекта началось в 1987 году. Самшитовая роща предназначалась для оздоровления, лечения и реабилитации сотрудников органов госбезопасности СССР. В качестве подрядчика также выступал Кавказский военно-строительный отдел КГБ СССР. Позже, в 1992 году, объект был передан от КГБ СССР в Госкомимущество Абхазии. После окончания Отечественной войны народа Абхазии и вплоть до 1999 года объект использовался для проживания сотрудников миссии ООН. В сентябре 1999 года, согласно постановлению Кабинета министров, с обществом с ограниченной ответственностью «Анакопия» был заключен договор аренды сроком на 15 лет. Уже на тот момент по этому договору имелись определенные вопросы. Для изучения законности заключенных арендных отношений была создана депутатская комиссия. Согласно выводам этой комиссии, Кабинет министров принял поспешное решение о передаче в аренду имущественного комплекса «Самшитовая роща», которое, по их мнению, было принято без учета государственных интересов, а порядок и условия договора составлены с нарушением действующего законодательства. Депутатами было принято решение обнародовать итоги депутатской проверки посредством обращения в средства массовой информации. В частности, они обратились в нужную газету. Мы также обратились за комментарием к председателю Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Беслану Кубрава. Когда истек договор аренды, то было подписано дополнительное соглашение, в котором говорится, что это 2014 год, пансионат сдается в аренду тем же арендаторам, естественно, годовая сумма аренды 3 миллиона рублей в 2014 году. При этом оговаривается, что каждые 3 года годовая сумма аренды будет увеличиваться на 400 тысяч рублей. Понимаете, да? Таким образом, данный договор действителен до 2039 года. В соответствии с этим договором уже в 2017 году, а потом в 2021 году, каждые 3 года, естественно, как я говорил выше, было заключено доп. Соглашение, по которой на сегодняшний день годовая сумма аренды составляет 3 миллиона 800 тысяч рублей. Беслан Кубрава рассказал, что в 2023 году, когда Кабинетом министров было принято постановление о передаче пансионата «Самшитовая роща» в управление Службы государственной безопасности Абхазии, Госкомимущество обязаны были соблюсти необходимые нормативно-правовые условия передачи объекта. Мы приступили к выполнению данного постановления. Для этого Служба государственной безопасности обратилась в Госкомимущество, чтобы мы провели инвентаризацию объекта и по акту приема передачи передали им. Это соответствует действующему законодательству нашей страны. В данном случае я имею в виду закон о бухгалтерском учете, там, где четко записано, при каких случаях нужно проводить инвентаризацию. И этот случай подпадает именно под данный закон, по требованию данного закона. Это статья 12 Закона Республики Абхазия о бухгалтерском учете. Более того, в договоре аренды между нами и Самшитовой рощей написано, что статья 12 «Прочие условия» в случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством. Инвентаризация должна была состояться 31 октября 2023 года. По словам Беслана Кубрава, руководство Самшитовой рощи было извещено о планирующейся инвентаризации. Для того, чтобы провести инвентаризацию, мы создали рабочую группу совместную со Службой государственной безопасности. Мы – это Госкомимущество, и они, принимающая сторона.
Приказом создали совместную рабочую группу. Об этом мы известили Самшитовую рощу. У меня есть соответствующее обращение к ним. 24 октября я написал письмо директору ООО «Самшитовая роща» Айба Геннадию Давидовичу. Уважаемый Геннадий Давидович, как вам известно, в соответствии с постановлением Кабмина о передаче имущественного комплекса пансионата «Самшитовая роща» Службе государственной безопасности Абхазии, Государственным комитетом совместно с СГБ создана рабочая группа в целях осуществления инвентаризации и подписания акта приема передачи. Запланирован выезд на объект. На основании вышеизложенного просим вас, обращаю внимание, просим вас назначить представителя от ООО «Самшитовая роща» для осуществления инвентаризации. Ни ревизии, ни каких-либо вмешательств в их хозяйственную деятельность. Собственник, то есть государство, хочет провести инвентаризацию того, что там есть, своего имущества. Это письмо было направлено 24 октября. Более того, наши сотрудники в устной форме согласовали дату выезда нашей группы. Устно согласовали на прошедший вторник. Но, к сожалению, группа была уже практически готова выехать и приступить, как было ранее обговорено. Однако до нас дошли сведения, что там собралась общественность. Но мы решили, что в таких условиях проводить какие-то подобного рода мероприятия невозможно. Мы этот вопрос отложили. После беседы с Бесланом Сергеевичем мы повторно обратились в СГБ Республики по еще ряду вопросов, в том числе по вопросу статуса арендных отношений с арендаторами объекта. Никто ни у кого ничего отнимать и тем более отжимать не собирается. Нами была предпринята попытка адаптировать неактуальные на сегодняшний день договорные отношения под текущие реалии. И мы провели поэтапные переговоры с соучредителями, в которых предложили рассмотреть возможность увеличения арендной платы. Подобного рода предложение показалось нам разумным, так как объект туристического назначения с номерным фондом свыше 400 номеров, многочисленными точками общепита и иным функционалом коммерческого значения оплачивает государству всего 3 800 000 ежегодно. К примеру, нам известны случаи, когда гостиницы с номерным фондом 25-27 номеров сдают в аренду за сумму в 7 и более миллионов рублей. С сожалением вынуждены констатировать, что переговоры зашли в тупик или, возможно, встали на паузу. При этом хотим отметить, что мы действительно до сегодняшнего дня не проявляли каких-либо инициатив по расторжению договора с арендаторами. Тем более нами не рассматривался и не рассматривается вопрос о внесении каких-либо коррективов в кадровую политику пансионата, то есть сохранение профессионального коллектива Самшитовой рощи имеет для службы особо важное значение. Зал Хварцке также прокомментировал вопрос передачи данного объекта третьим лицам или же иностранным гражданам. Проверка выявила факты, указывающие на нарушение налогового законодательства на довольно крупную сумму, свыше 130 миллионов рублей. Арендаторы не согласились с итогами проверки, оспаривают ее в судебном порядке. Служба государственной безопасности, исходя из интересов государства и общества, убеждена, что вне зависимости от заслуг выгодополучателей государство имеет право устанавливать реальную арендную плату и требовать уплаты всех налогов и платежей в полном объеме. Резюмируя изложенное, считаем необходимым подчеркнуть, что передача пансионата Самшитовая роща в оперативное управление Службы государственной безопасности и связанные с этим процессы носят исключительно служебный и технический характер, не неся в себе никакой политической подоплеки. За комментариями мы также обратились к непосредственно руководителям Самшитовой рощи, которые сообщили редакции, что на данном этапе не готовы комментировать данную ситуацию.
Рада Чачава, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение.